Арвыштай марттан шауби. Ваннарни акшали балаванали. Оды! Ему были подвластны любые образы. Он не просто играл, а проживал свои роли. Больше 40 лет своей жизни Роберт Битаев посвятил театральному искусству. Он с детства грезил о сцене Остинского театра. И благодаря таланту и упорству Роберт Битаев воплотил свою мечту и стал народным любимцем. Его первой ролью стал нищий в спектакле «Сказание о гончарном круге». После были «Четыре судьбы» Геора Хугаева, «Осенние цветы» Асахмата Айларова, «Доходное место» Николая Островского. Всегда разный, но неизменно искренний и честный со зрителем. Невероятно мягкий и добрый, жизнерадостный, всегда в хорошем настроении. Роберт Битаев мог расположить к себе любого. Это человек, который олицетворял в себе как творческий подход к жизни, так и традиции осетина. Тут, когда приезжает к нам какая-то большая делегация, вы знаете, что Роберта Битаева все просили встречать эти делегации, потому что так как он умел по-осетински встречать, показывать по-осетински это «Уаждан зинад», «Иронладжа уаждан зинад», так никто не умеет. Многогранный талант Роберта Битаева проявился и в кино. Он полюбился зрителям в фильмах «Обида старого охотника», «11 писем к Богу», «Ласточки прилетели», «Буйный терек», «Убойная сила». За плечами Роберта Битаева и режиссерский опыт постановки на сцене Осетинского и Дюгорского театров. Он активно работал и с народными коллективами в районах. Последние годы руководил Народным театром в Чекале. И именно благодаря Роберту Битаеву сегодня он продолжает жить. Это был удивительный человек. Скромный, порядочный, Саштваржун, Адамваржун. Это вообще был удивительный человек. Мы с ним очень долго работали вместе и на сцене, и в жизни мы очень близко дружили. Какое-то время я создал свой театр «Казбек-Арт», и он там принимал участие. И когда приходили зрители, они спрашивали, а Роберт будет? И когда они слышали, что будет, то на его спектакле просто были полнейшие аншлаги. Роберт Битаев мастерски владел остинским языком. Он переводил пьесы Мольера и Филатова, писал песни для постановок. Роберт Битаев щедро делился мастерством с молодыми коллегами. На сцене его родного Остинского театра, где он работал практически до последнего дня своей жизни, Роберта Битаева вспоминали коллеги и поклонники. Вечер памяти готовили всем театрам. Роберт, конечно, один из тех людей, которого мы очень любили, по которому мы скучаем. Он был старше нас, но он был и наш ровесник, можно сказать. Мы учились у него очень многому, как человечности, так и мастерству актера. И вообще учились ему, как жить. Для меня это большая утрата, потому что Роберт мой старший товарищ, друг. И, конечно, мне руководство театра поручило, чтобы сегодня вечер памяти подготовили. И мы постарались Роберта показать и в кино, и в театре, и по жизни. Ведь он владел чудесным голосом. Он долгое время работал и на радио, и на телевидении. Очень много интересных ролей сыграл в Остинском театре. Был любим не только в коллективе, но и для нашего зрителя. У Роберта Битаева была большая семья, 2 детей, внуки. Он всегда говорил, что именно успешная личная жизнь и помогла сложиться его творческой карьере столь удачно. Заслуженный артист России, народный артист Северной Осетии, диктор телевидения, ведущий программ на радио. Его просто невозможно было не любить. В памяти народной остаются единицы. И среди них Роберт Александрович Битаев. Я с ним познакомился давно. И все это время я не помню, чтобы когда-то этот человек вспылил или когда-то о ком-то высказался плохо. Все это говорит о величии этого человека, духовном величии этого человека. И тот вклад, который он внес в культуру нашей республики, в развитие театрального мастерства республики, он неоценим. Роберта Битаева не стало в сентябре 2020 года. Ему было 77 лет. Он ушел, оставив яркий след в культуре и творческой жизни остинского народа. Алина Хасаева, Давид Костанов, 15 регион.